Вы не рассказываете, как в этих сетевых, да, бывает же, не рассказываете всю вот эту, скажем, чей состав продуктов и так далее. Для вас это будут рассказывать медики, будут рассказывать профессора, будут рассказывать профессиональные спикеры. Какие спикеры у нас представлены? Первая у нас молодежная звездочка Гульназ Рашманова. Да? Она пришла с аллопецией, то есть это когда лысина, да, появляется у девочки. Ей было тогда, по-моему, 23 года, сейчас она уже закончила, и сейчас уже работает, как говорится, спикером в нашей компании международной. Второй человек, это Николай Турышев, наш руководитель, вот Якутию он ведет, да? Он пришел, бывший военный, пришел в нашу академию со своим артритом, артрозом, которые должны были оперировать, менять сустав. У него было 100 с лишним килограмм, он был с тросточкой, и теперь человек уже скинул более 40 килограмм, во-первых, обошелся без операции. Он бывший торговый представитель и бывший военный. Далее у нас идет Надежда Дручин, она представляет госслужащих. Она была госслужащей, она пришла с проблемой семейной, у нее муж умер, и дети, как говорится, перетерпели кучу операций, 10 операций. И вот такой период, когда человек уже в депрессии, благодаря академии она это все пережила, потому что там психологическую помощь тоже оказывают, да, не только вот, например, бизнес продвигает, все думают, что там какой-то только с деньгами занимаются. Нет, не здесь. И, конечно, и детей она вылечила, и сама в таком состоянии, теперь заработала кучу денег, да. А Николай Турышев у нас стал долларовым миллионером, между прочим, за 4 года. И еще у нас представляют социальную сферу, педагогов, да, филолог Галина Ким. Она у нас рассказывает на нескольких языках, например. Еще у нас есть представитель классического бизнеса, интернет-предприниматель Виктория Бренд. Ну и, конечно, у вас в среду и воскресенье есть возможность, просто сюда, да? Есть возможность, здесь не это, да, не включается, вот так идет. Вот, это успех вместе, да, вот этот инструмент, который я про это рассказывала, вот вмещается в одном телефоне, да. Так, сейчас я вам покажу глобальность, да, того, что вот это, что нам дает трудиться, такие инструменты. Так. Вот столько стран. Почему интернет, да, вот поэтому международный. Почему вот success together, могли бы сказать на русском языке, да, говорят Академия Успех вместе. В самом деле это работает на 250 стран, поэтому мы говорим и как говорится, все это на английском языке, как этот общий язык, да? Вот. Вот это и есть наш президент Андрей Артурович Шаура, человек, легенда, можно сказать, России. Он сертифицированный, международно сертифицированный, да, бизнес-тренер по программе Брайана Трейси. Это Андрей Артурович, это Брайан Трейси. Если кто не знает Брайана Трейси, у Брайана Трейси обучаются самые крупные компании. Это у нас Газпром, БМВ, Microsoft, Сбербанк. И они вкладывают крупные деньги, чтобы именно получить знания вот у такого человека. И, конечно, Андрей Артурович тоже не исключение, он тоже столько же вложил, да, денег, чтобы взять знания у такого человека. И с нами он делится это на благотворительной основе. Он награжден множественными наградами, и он отвечает всем тем словам, которые он говорит. Например, если он говорит, что он богатый, да, он сейчас миллиардер рублевой, и он долларовый миллионер. И если он говорит, что он здоров, он пришел сюда с каким заболеванием? У него была пожизненная и сейчас, да, инвалидность по бронхиальной астме аллергического генеза. И он уже 6 лет не ходит ни в какие аптеки, ни в какие, как говорится, лечебные учреждения, благодаря вот именно Академии Успех вместе и благодаря нашему клеточному питанию. И вот он решил тоже, как говорится, вам рассказать про это, давать информацию. Для этого создал Академию Успех вместе. Андрей Артурович Шаура, он великий аналитик и великий стратег. У него план на 100 лет. Вы делаете себе план?
Обычно мы на день, на два, да, ну на крайний случай на месяц только сделаем. А здесь он прямо делает себе план на 100 лет. Представляете? И вот он в стольких проектах работал, и только в одном проекте он взрастил 5 долларовых миллионеров. И кучу, сотни рублевых, теньговых миллионеров. Разве это не говорит о том, что он человек, как говорится, очень умный, да, у которого можно учиться, у такого человека. И он свой первый 1 000 000 рублей заработал в 17 лет. Представляете, в 17 лет заработал. Он сам по себе шахматист, и свой 1 000 000 долларов он заработал лет 10 тому назад. Вот, и такой человек, у такого человека есть возможность обучаться каждую среду и каждое воскресенье. Он с нами делится своими знаниями. Знаниями в Академии «Успех вместе». Вот, как видите, Надежда Дубчина, которая представляет нас как госслужбу, да, была военной, то есть работала в полиции, да, и вот Турушев, который скинул у нас 40 с лишним килограмм, я вам говорила, который пришел с тросточкой, и сейчас выглядит человек вот так. Это говорит, что доказательство того, что алгоритм действий нашего наставника работает, что Академия наша работает, и, конечно, работают наши продукты. Видите, на лицо, да? Вот у нас есть магистр медицины и человек-легенда, который вошел в историю книги Гиннесса, да, как человек-хирург, профессор, который сохранил детородный орган при опухоли. Обычно что у нас делают, когда какие-то заболевания есть, какая-то онкология есть, что делают? Вместе удаляют вместе с органом. А он сделал именно, вот там сколько килограмм-то было вот этого сидело, да, у женщины, и она после этого даже родила. 38 или 40 килограмм, где-то вот такое он делал. И этим вошел в книгу Гиннесса. Это его дочь продолжает. Она обучалась онкологии, магистр здравоохранения. Она обучалась в Германии по онкологии. И сейчас у нас проводит именно лекции, да, как раз по продукциям. Можете обучаться у нее, и тогда вы тоже будете вот так же вещать, как и я. А если пока вы никак не можете вещать и так далее, пожалуйста, приглашайте куда? Вот ваш инструмент. Приглашайте в Академию, и Академия за вас всю эту работу, вашей информации раздаст наши профессионалы. Так. И вот тут, например, аренда помещений, да, нужно, например, чтобы вот как сетевики, если мы бы были, то вот арендовали бы и так далее, вот так собирали бы вживую людей, а сейчас у нас есть что? Соцсети. Хорошо. Дальше. Вот, я же говорила, что у нас Андрей Аштурович великий аналитик, да, чтобы помочь людям, почему у нас два крыла, смотрите, это духовность и материя, да, то есть материальность. Он сперва думал, вот, например, что людям нужно здоровье. Помните, всегда поднимали, если будет здоровье, то будет у нас все, да? Дальше все пристроится, мы говорили. А в самом деле-то, чтобы получить здоровье, в возрасте все равно физиология берет свое, да? И ты начинаешь заболевать, идешь в аптеке и так далее. И для этого что нам нужны обязательно? Конечно, денежки. Денежки. И вот это он понял и стал думать, кто же такие самые богатые люди? Кто зарабатывает больше всех денег? Оказалось, что самые богатые люди – это интернет-предприниматели. Который имеет интернет-магазин. Вот, например, смотрите, это Джек Ма. Самый богатый китаец, который, наверное, вы тоже пользовались, да? Алиэкспресс он совладелец, а так он интернет-магазин Алибаба называется. У него магазин. Далее идет Джефф Безос, легендарный человек, который миллиардер, самый богатый человек Америки. Он, смотрите, в 2017 году он уже зарабатывал сколько? 100 миллиардов. А начинал всего-навсего с продажи книг по сети интернет. То есть он не в одном там Вилюйске, в Якутске и так далее, да, распространяет всю эту продукцию, а работает на сколько? На все страны. Если у вас есть интернет, то вы можете иметь друга в любом уголке планеты. Ну и, конечно, у нас самая
богатая женщина России – это Татьяна Бакальчук. И, конечно, вы пользуетесь все наверняка ее услугами магазина Валберис. На слуху же, да, у нас это все? Вот это и есть богатейшая женщина. И, конечно, наш Андрей Артурович. Поэтому зачем, вот, когда люди уже известно, кто богатеет, да, решил подарить вам, нам социальный вот такой проект. То есть он вам дарит, если вы становитесь партнерами, интернет-магазин с франшизой, которая стоит более 100 тысяч долларов. Это просто в подарок, да. Кто-нибудь вам такой подарок делал? Нет, конечно. Вот. И вот он решил просто скопировать вот это, да, и сделать собственный магазин. И у нас в скорости запускается магазин Success Together, который закрывает самые больные, скажем, проблемы человечества. Это что у нас? Человек родился и что делает, во-первых? Что делает ребенок? Кушает. Кушает, конечно. Как же он без этой еды будет? Поэтому человек не может обходиться без еды, и поэтому первая ниша, которая закрывает Success Together, это еда. Далее человек уже вырос, и организм по физиологии, по закону природы начинает, некоторые гормоны не вырабатываются, некоторые аминокислоты не вырабатываются, да? И поэтому человек начинает что? Стариться чисто физиологически, да, физически. И приходится ему ходить куда? В аптеки. И поэтому наш магазин закрывает эту тему тоже, но закрывает ее такой темой, как фитоаптека. То есть 100% натуральные продукты. Аптека. Далее идем. Что у нас есть? Железный друг. Почти у каждого в семье есть железный друг. И, конечно, сейчас у нас цены дорожают, прямо как... Ага, мы не успеваем, как говорится, за этими ценами. И у нас есть продукт, который будет экономить именно на топливе. Будет таблеточка, которую вы заправили, и вследствие того, что она является катализатором, то есть, если сейчас топливо сгорает только на 70-80%, да, то здесь с помощью этой таблетки бензин полностью сгорает, вследствие чего у вас в салоне чисто, экологично, да, и нету запаха бензина, и при этом вы экономите как те 20%, которые не догорало, за счет нее вы экономите 20% бензина на топливе. То есть каждый 5-й бак приходит вам в подарок. И кроме этого, если вы заправлялись 98-м, 96-м, то вы можете перейти спокойно на 92-й, потому что не зависит, какое вы качество, да? Далее у нас идет умный дом. Это вам сэкономит ходьбу по таким магазинам, как моющие, стирки, для стирки вот средства, всякие кондиционеры, пятновыводители. Что у нас еще есть-то? Все, шампуни, да, вот то, что хозяйственных покупаете, всю вот эту ходьбу у вас заменит умный дом. Это у нас будет всего-навсего килограммовый гель, который, например, одна крышечка, да, вот этой стирающей, как говорится, препарата на 8 килограмм рассчитано. Но вы при этом можете мыть себя, можете мыть продукты, можете фрукты мыть, можете мыть, как говорится, все подряд. И при этом оно будет вас лечить. У кого есть проблемы с кожей, экземой и так далее, она при этом будет лечить. Килограмм рассчитан вот на 400 стен. Далее идет человек в любом возрасте, что делал? Хотел выглядеть моложе, хотел выглядеть красиво, для этого что употребляет? Ходит в салоны, в спа-салоны ходит, где-то делает пластические операции. Смотрите, наши звезды что делают? Тут убирают, там убирают, да? Ну, где все убирают. И при этом еще есть у нас что? Крема, омолаживающие после 30 уже начинаем, как говорится, что-то употреблять. А все это у нас заменит всего-навсего одно масло, он называется ойл, даже пластические операции. И, конечно, сейчас у нас вот такая ниша, где бы вы могли вложить деньги, да, чтобы оно у вас выросло. У нас даже нету такого, ну, скажем, обучения, да, а здесь вас будут обучать как, и, конечно, вы можете здесь
увеличивать свои доходы. А теперь вам я расскажу о наших продуктах. Это 6 ниш, которые закрыли, да? Ну, продукты давайте начнем вот Success Day и Success Night. Плохо то, что у нас нету нового вот этого приза, да? Вот, это уникальные продукты. Это у нас сфера еды. Что я хочу сказать, да? В каждой коробочке по 30 штук, да? И выглядят они, наверное, кто-нибудь видел, не видел? Давайте посмотрим. Вот так выглядит Success Day. Даже можете пощупать, да? Это у нас суспензия. Ага. Ага. И здесь целых 20. Ага. В одной коробке 700 грамм, товарищи, когда вот будет посылка вот для этого. А это успешная ночь. Успешная ночь. Вот тут открывается, да, вот так открываете и просто употребляете. И представляете, оно дает Success Day, это вам, оно дает энергию на весь день. Энергию на весь день дает. И при этом все, например, скажем, аминокислоты, витамины, все, что у вас требуется для вашего организма, да. Здесь есть экстракт клюквы, есть брокколи, есть все грибы, гейши, там, например, рейша, чага, да, кардицепс, 60, вот в этом, как будто вот такой малюсенький, да, и здесь есть в компоненте 60 компонентов. Если вы по одной купите каждый, да, вот получится, что вот это одна смесь будет у вас стоить 100 тысяч рублей. Представляете? Потому если вы будете покупать по отдельности каждый продукт, который внутри находится. И самое главное, что в этом продукте есть три Нобелевских премий. Ученые придумали так, что вот несопоставимое сделали сопоставимым. Да? Здесь, кроме витаминов, есть самый главный состав во всех наших продуктах, это дигидрокверцетин. Дигидрокверцетин, я еще расскажу, когда мы подойдем к сибирским продуктам. Да? Дигидрокверцетин – это мощный антиоксидант, который признан по всему миру самым мощным антиоксидантом во всем мире. И здесь есть стевия, то есть здесь нету сахара, но при этом он очень вкусный, потому что есть растение стевия. Здесь есть, скажем, арабиногаллактан, здесь есть L-аргинин. L-аргинин – это оксид азота, который не вырабатывается после 35. Вся линейка витаминов D, как будто вы получили систему, да? Когда стареете, что делаете? Получаете, ну, совсем человек, ну, помните, в каких-то годах кто умирал, только тем делали систему. Да. Почему делает систему? Потому что система у нас усвояемость больше. Например, вы когда глотаете таблетки, лекарства, оно только 5% усваивается. То же самое с едой, да? А вот уколы 15%. А вот здесь, когда идет система, вы получаете, или вот это, например, через вкусовые рецепторы идет сразу в клетки, то усвояемость получается 98%. Представляете? То есть эффект моментальный. Даже, например, сейчас сидя, если вы там сидите, то получите эффект, да? Ну, у каждого человека, конечно, организм разный, но 60 компонентов это очень... Вот такое никто не создавал. Это уникальные продукты. Оно дает энергию на весь день и дает умственную, физическую работоспособность. Можете полностью заменить завтрак. Бирштука, да? Ага. И вот почти до 2-3 можете не кушать. Просто сперва у вас желудок-то удивится, куда подевалась-то моя булочка. Где же мое молочко, да? Потому что оно уже привыкло, что вы ее давите, и потом оно столько перерабатывает, а сейчас-то перерабатывать, как говорится, нечего будет, да, сразу войдет в клеточки и начнет сразу лечить. Аллергии в том-то и дело, потому что здесь только натуральные продукты, здесь нету химии. Смотрите, здесь есть сертификаты халяль, кошер и веган, да, то есть это растительного происхождения.
Это самые высшие сертификаты. И оно делается вот из натуральных продуктов. Мы сами ездили, как якуты, говорят, да, пока не пощупаешь, пока не попробуешь, не поверишь. Поэтому мы в сентябре съездили компанией, когда нам сказали, что на завод будет у нас экскурсия. Я даже взяла отгульную за свой счет, чтобы только пощупать. И правда ли, да, чтобы до вас донести, что точно там стерильно. Я теперь конкретно вам могу уверенно сказать, там стерилизация прямо мощная. Сейчас бы можно было показать у нас завод, но у нас, это у меня старое только, а сейчас не смогли вы увидеть, да. И при этом еще на заводе не только стерилизация, там вот натуральные продукты мы тоже увидели, что это все-таки из натуральных продуктов, да? И это здорово, когда вот ты собственными глазами видишь, и потом можешь уже рассказывать с уверенностью, а не так, да? Ага. Вот этого у нас нету. Мы все пробуем. И мы люди, которые попробовали вот этот продукт, первые в истории человечества. А вы будете тоже одними из первых, которые попробуют вот этот продукт. И success, наверное, это успешная ночь. Тут тоже опять-таки Нобелевские премии, да? Здесь у нас самое главное расторопша. Вы сами все знаете, что оно что у нас делает. Самый главный орган, который у нас от всего зависит, это печень. Она бедная за нас всех трудится, и все органы от него зависят. Конечно, расторопша, экстракт яблока, экстракт, ну тот же аравиногалактан, там есть магний. Кто там не интересовался, магний, работаем, да, вот это некогда. Пожалуйста, через 4 часа вы как будто проспали 8 часов. А человек днем энергичный ходит вследствие чего? Если, конечно, хорошо выспался. Вот этот продукт уникальный. Ну и, конечно, ее нужно использовать, я вам советую, обязательно в синергии. Это как солнце и луна, друг без друга не могут. Пока одно находит у вас все свои клетки, восстанавливает, вот этот вытаскивает. Оно вас прямо экологично все соберет, все, что там плохое, которое вот это нашло, и к утру вытащит. И, пожалуйста, все. Вы, как говорится, будете новеньким. У нас клеточное питание состоит в чем? Суть. Клеточное питание – это питание для клеток. Клетки у нас начинают восстанавливаться, и поэтому вследствие этого у нас восстанавливается весь организм. Понятно, да? Это все питание, товарищи, поэтому нужно относиться к нашим продуктам не как какой-то там, это не БАДы, это не лекарство, к ним нужно относиться как к питанию. То есть вы можете употреблять несколько разновидностей всего, да? Потому что это то же самое, что вы съели в день колбасу, сало, там, хлеб и так далее, да, конфет. Вы же их пробуете, ничего с вами не случается, так ведь? То же самое получается и у нас. Это у нас самое то, что вот, например, скажем, без нее организм, то есть без нее организм человека теряет какие-то гормоны, аминокислоты, жиры, да, какие-то не вырабатывает, витамины у вас годами заканчиваются. Вот это все в этих продуктах учтены. Потому что, сами знаете, космонавты у нас ни колбасу, ни хлеб с собой не таскают. Они сублимированную пищу. Сублимированная пища – это что такое? Сублимированная пища – это когда высушивают, да, высушивают, делают из нее порошок, а потом в гели превращают или порошки в таком виде. Капсулки то же самое. Всем понятно, да? И давайте теперь я вам расскажу про нашу фитоаптеку. Ко второй, да, нише. Нам представлено 9 на сегодняшний день продуктов. Фитоаптека разрешена, сразу говорю, прошло клинические исследования у нас. Давайте Тюкавкину покажу, который у нас основоположник. Вот, Нонна Тюкавкина, да? Смотрите, почетная заведующая кафедрой Первого Московского государственного университета имени Сеченова. Вот она и открыла в России, да, скажем, дигидрокверцетин как порошок. Она у нас основоположница. И, конечно, это радует, что вот такие люди у нас есть. И вот эти продукты у нас прошли. Все продукты с клиническими исследованиями.
исследования в области онкологии. У нас самые сейчас, как говорится, болезни, да, которые стоят на первом месте. Это что у нас? Инфаркт, инсульт, сахарный диабет и онкология. И поэтому наши все продукты проходят клинические испытания в институте имени Блохина онкологии, в институте имени Вишневского хирургия, да, и в институте микрохирургии глаза это Федорова. И после только того, как прошли клинические исследования, они выносятся на продажу. Но они у нас выпускаются с декабря 2022 года, да, то есть очень новенькие, и каждый раз формула еще меняется в зависимости от того, как оно, чтобы было эффективнее. Наши все продукты отвечают 4 «э». Элитные продукты. Это обязательно он должен быть эксклюзивный, то есть такого продукта нигде, ни у кого нету. Далее идет эффективнее, да, то есть должно сразу действовать не как, например, у других. И, конечно, экологичные и экономичные. Поэтому, вот, например, иду, тут 60 включили, чтобы вы не могли ходить столько покупать, столько витаминов по отдельности, да, столько всех дорогих, например, тут даже есть продукты, которые стоят по 9, по 30 тысяч. А это мы потом подойдем к этому, да, и это сейчас вот конкретно буду рассказывать, а потом буду вопрос. Хорошо. Давайте. Далее, вот новые сибирские технологии у нас идут, это сибириада. Сибириада. Так. Основной у нас компонент, который находится в наших, что я сказала, это у нас дигидрокверцетин. В народе мы ее называем, что токсифолин. Это биофлавоноид растительного происхождения, который добывается из лиственницы сибирской, которая растет на Байкале, товарищи. И оно питается с Байкала, корни. У якутов же тоже есть, да? Вот Чемчоев у нас что говорил, что это эльбет меме ута, да? Тит маста, субатентан, или корни говорят, да? Вот оно сильнее, смотрите, 25 раз витамина С, красного лука, расторопший. И самое главное, здесь вот дигидрокверцетин питается с Байкала, а в Байкале научно доказано, что pH, то есть не развиваются раковые клетки и так далее, да, вот 7-8. После 7-8, если идет pH, то обязательно вот такое. И вот это дерево, которое вот закуплено наша земля, да, где вот такие растут деревья, они питаются именно с этого Байкала. И, конечно, почва, на которой растут столько, 2500 различных растений, грибов, там, всяких вот полезных растений, да, и вот этими корни питаются. Представляете, даже есть растения, которые вошли именно в Красную книгу. Вот этими питаются, и они растут у нас сколько лет? Лиственницы по 700-800 лет. Представляете? Вот этот уникальный антиоксидант, да, дигидрокверцетин, но вы ее не путайте, не сравнивайте с тем токсифолином, который продается у нас в аптеках, скажем, в киосках, в разных, да, потому что токсифолин зависит от степени очищения, а такие оборудования не у всех существует, потому что очень дорого, да, и у нас вот на нашем заводе делаются именно выше 96. У нас есть, потом расскажу вот про продукт, который вышел, у него даже есть 98, почти, считайте, полностью чистый токсифолин, да. То есть, чем выше чистка, тем выше эффективность. То есть, начинает сразу действовать. Далее, так, вот смотрите, что делает, да, вот дигидрокверцетин. Смотрите, повышает прочность и эластичность сосудов, да. Видите, восстанавливается сердечный ритм. Это же нужно каждому, да? Нормализуется работа сердца, повышается иммунитет. Так как питательные вещества именно с кислородом разносятся по всей системе организма. И поэтому является именно вот профилактикой гипертонии, ишемии, инфаркта, да, инсульта. Вот это доказано именно этими
вот то, что я вам рассказала, да, именно откуда вот это берется. Степень очистки 96-98. Так, и давайте подойду к продуктам. Вот. Гидровитин. Так, у нас таблеточки самой нету, да? Где-то было же. У кого-то есть, как оно выглядит, гидровитин? Ага. Показать? Гидровитин у нас в составе что? Во всех продуктах я сказала гидрокверцетин, и внутри нее есть еще кедровое масло. Вот так оно выглядит. Смотрите, типа конфетки, да? И напоминает по вкусу детства. Кит мы говорили, то хотел бы так смола, я не подумала, но и главное, кто у нас в хабелях пути, как его, когда дегустация будет, мы кому-то и это тоже покажем, дадим. Хорошо. Далее, вот в связи вот с этим, да, продуктом. Давайте я вам просто, вы как простые люди, не будете там что, чего, всякое рассказывать. Она повышает умственную, физическую работоспособность. Во-первых. Ага. То есть вы берете энергию. Во-вторых, это единственное. У нас единственный продукт, в котором содержится что? Она помогает синтезировать собственный коллаген и эластин. То есть помогает что? Омоложению организма. То есть мелкие морщинки. Вот, например, я смеялась все время, хатушка еще какая, да? У меня вот здесь была куча солнечных зайчиков, скажем. Но они вот исчезают. Или, например, у меня здесь были, после 50 в нашей семье здесь появляются жировики. У мамы, ну, у нас наследственно у всех, как бы на шее, оно вот моментально исчезает. И самое то, что я вот люблю говорить, да, что мне оно в чем помогло, это у меня была сломана нога в 2009 году, сложный перелом, вот эта пяточка у меня полностью отлетела. И осталась на жилках. Представляете, вот эту пятку я держала в руках свою. Ага. И вот ее мне, как говорится, прилепили. Сами понимаете, когда вот швеи, наверное, тут есть, и у кого есть родители, у кого есть дети, обязательно делали что? Швы. Когда вот такое все разрезанное, вот из этих лоскутков, что делаем? Иногда оно рвется даже, когда начинаешь шить, да? Поэтому у меня рубцы были страшенные на ноге, они прямо были красные, и столько было, как звездочка. И моя нога выглядывала как будто бы на и две левые ноги, потому что с этой стороны у меня кость тоже летела, и она была как бы с двух сторон, как будто костяшка торчала, да? И с этой стороны у меня опять-таки пока железкой все прилепляли, и 4 года я выращивала новые кости, да? И получилось, что швы страшные. Но радость в чем? Этот гидровитин у меня рассосал вот эти застарелые швы. Рубцы у кого есть. У кого есть послеоперационные шрамы, манек рассасывает, прямо мягкой становится, и она превращается в ниточку, почти незаметно. Вот здесь, например, вы можете увидеть у меня что? Резекцию щитовидной железы, да? Но, как видите, тоже незаметно, да? Вот, и все мелкие вот эти шрамики, они полностью исчезают, а вот крупные, скажем, у кого-то кисареные, наверное, есть, да, вот люди, вот, например, потихонечку рассасывается и становится еще цвет меняется. Так что это очень хорошо для кожи, и ее можно употреблять так же, как косметическое средство. Вы ее, например, зубочисткой протыкаете и оттуда выводите масло. Ага. Внутри масла там будет дигидрокверцетин, он будет беленький, вы ее перемешиваете и мажете себе, пожалуйста, лицо. Ну, сейчас наши якутские морозы, да, обветривается же. А вот если вы помажете, никакого обветривания не будет. И кожа тоже начинает подтягиваться. Кроме этого, оно что делает? У кого зубные боли? Пожалуйста. У кого глаза, зрение плохое, благодаря вот этому сочетанию с витабрейном, скажем так, и с кардиовитином, у меня минус 4,75, и я, как говорится, со школьной скамьи ношу, да, то у меня вот сейчас на сегодня, мне стали сперва что-то плохо видеть со своими очками, оказалось, что у меня улучшилось зрение до 3,5.
Это же так хорошо. А те, кто приобрели старости, то есть это плюсовые стали, да, это же не такое вот расстояние, да. Мне, например, 61 год, и представьте себе со школьной скамьи, сколько у меня этого прошло. Как говорится, это капитальный ремонт нужен был. А те, у кого, например, плюсовые, недавно, например, начали носить очки, они вообще бросают вот эти очки. У нас результатов по зрению очень много. Так что у кого зрение тоже берем на вооружение. Я считаю, что это наш флагман, самый дорогой, да, он у нас. И, конечно, вы ее сочетаете обязательно с другими продуктами нашими. Потому что оно служит как аккумулятор, как катализатор, как можно ее назвать, усиливает действие тех продуктов, во-первых. И, во-вторых, оно дает... чтобы этот дигидрокверцетин оставался у вас до последней капли где? В организме. Вот поэтому всегда сочетайте, пожалуйста, дигидрокверцетин представлен в этом, но это у нас кедровая маска, что-то уникальное. Так что я вам обязательно рекомендую, чтобы оно было. А вот глаза как бы капаете или... Можно даже капать, я, например, попробовала, потому что люди, оказывается, капают. Кто что как может делать, да, оказывается... капают. И даже у кого хрусталики искусственные же есть глаза, да, после операции, те даже вот думали, ну как кому-то повезло, у тех натуральные глаза, и у них начало улучшаться, а тут оказывается у них с годами, у кого хрусталики, начинают желтеть и так далее. Вот это тоже с помощью этого люди, у нас есть результаты, в которых хрусталики стали нормальные. Далее идем. Здесь 30 капсул. Ага. Вот это наш дорогой, да, поэтому я говорю. Ага, вот этот. Теперь. А у меня еще, я не сказала, кроме этого, у меня был бурсит, товарищи. Бурсит это уюсь. И ты не можешь ходить, через 10-15 минут она там прямо как вода, и ты не можешь согнуть ногу, и все начинает давить, да? И при этом мне отсасывали еще вот эти воду. И представляете, сколько лет я этим промучилась с 2009 года. И оно у меня нашло. И представьте, сейчас я хожу по 18 метров, даже могу ходить, и при этом могу на каблуках Как незаметно прошло, да? Да, незаметно прошло. Поэтому говорю, записывайте все свои болезни, потому что вы не заметите, как что-то прошло. А потом и не будете вспоминать, что есть такое, оказывается. Так, вот есть кардиовитин. Я вам опять-таки ее советую как скорую помощь в каждую семью, в каждую аптечку. Кардиовитин, тут написано профилактика от сердечно-сосудистых заболеваний, да? Но при этом, товарищи, это же сосуды. А сосуды у нас, все органы состоят из чего? Даже глаза состоят из сосудов. И у кого, например, скажем, сустав, а это же сердечное, да? В самом деле это именно убирает внутренние отеки. Представьте себе, у кого сосуды на ногах, да, скажем, кто-то там хромал и так далее, кардиовитинчик в помощь, и оно вот эти все отеки выведет, вот эти суставы, я про что говорю, это кардиовитин. Кроме этого, она нормализует давление, вообще в кратчайшие сроки она нормализует, потому что она разжижает кровь, и у кого есть аритмия, то есть у кого-то брадикардия, сердечко еле-еле стучит, или у кого-то тахикардия, у которого пульс прямо-таки чуть ли не до 100 доходит, да, пожалуйста, кардиовитин в помощь, оно нормализует давление. Митральный клапан тоже? Да, это во всех сердечных. Да. Ну, конечно, у вас сколько лет, от того, сколько лет, да, это было и так далее. Просто нужно ее, например, если для лечения, то по 2 капсулки и так далее. Или чуть учащенно, например, 3 раза можете принимать, да. Но это не принимайте, опять-таки, это я неправильное слово сказала, это у нас клеточное питание, поэтому ее жуете, чтобы у вас через, опять-таки, вкусовые вот эти, оно пошло сразу в клеточки. Начало восстанавливать клеточки. Так, что еще? У кого, например, скажем, тревожность, да? Вот бывает же всегда вот чувство тревоги, да, за кого-то. Особенно после
такой наши знаменитые заболевания, у всех вот такие панические атаки и так далее, оно успокаивает, и хочу сказать. Но самое главное, вот это внутренние отеки, это для всех органов. И здесь оно для всех органов, почему говорю, особенно мужчины, кто хочет быть настоящим мужчиной, потому что у них кроветворный орган, да? Пожалуйста, мужчинам своим никогда не забывайте давать кардиолитинчик. Ну и женщинам тоже. Кроме этого, что еще? Ну, по всем органам это кардиолитинчик, потому что все состоят из сосудов. Любые заболевания, здесь вот это работает. Очень хороший препарат. Жуйте, жуйте на здоровье, и вкус такой хороший. Здесь барбадосская вишня, богатая вот этим С-витамином, понимаете? Ацерола, очень вкусная, да? Не инулин, инулин. Давайте здесь у нас инулинчик, да? Вот он, инулинчик, слово, да? Инулин, здесь у нас что? Одуванчик. Он вам вреден? Когда-нибудь был вреден одуванчик? Нет, конечно, да? С дигидрокверцетином у нас здесь одуванчик, барахола. И здесь добавляется к этому инулину, который здесь внутри, еще добавляется у нас топинамбур, черника. Так, скажите мне, пожалуйста, какой орган у вас первый появился, когда вы родились? Кто мне скажет? Конечно. Глаза, у вас глаза там, мамочки, баски появились. Нет, кишечник. Конечно, кишечник. Мы в утробе матери уже соединяемся с мамой. Поэтому все заболевания, я считаю, исходят из того, что у вас нарушен ЖГТ. И вполне возможно, употребив вот эти наши данные продукты, у вас автоматически может что? Остальное восстановиться. Да? Хочу вам сразу сказать, вот, например, люди не обращают внимания, вот у кого есть дети, внуки и так далее, сейчас плохо едят и так далее, фастфуды едят, да, и это все, конечно, сказывается на что? На желудочно-кишечном тракте. Обязательно говорю, в молодом возрасте, в детском возрасте, когда я была педагогом, всегда в первую очередь отправляла, у кого есть желудочные. А что нам давали в те времена? Бисолол, да, и так далее. Но все медицинские препараты, они что делают? Только купируют боль. Ага. А поэтому полностью они ее не излечивают. Поэтому вот это то, что вам не будет хватать, будет потом хватать, и в конечном итоге у вас не будет изжоги. У кого там, например, скажем, у меня резекция желчного пузыря, желчный камень, у меня вот камень желчи было, и прооперировалась я в 2019 году. Ага. И после этого что я заработала, думаете? Изжогу. Я не могла есть ни сметану, ни оладушки и так далее, да. А сейчас, пожалуйста, сколько угодно, никаких у меня изжог нет. И омепразол таскала пачками. Сразу вам говорю, омепразол садит что? Почечки. Поэтому не употребляйте, ну не то, что слишком много не берите. Далее у нас холецистит, да, что делаем мы? Как только нам сказали, у вас холестерин плохой, бежим к врачу. Врач, например, берет и сразу ставит, что у вас холецистит хронический, давайте мы вас посадим на нистатиновый. Да? Статинчики дает, и статинчики у нас даже, смотрите, названия такие: аторвастатин, разорвастатин, да? Ага. Ну, если вот так посмотреть, да? Это у нас все синтетическое, и она, скажем, вот для тех, кто не знает, 80% хорошего вот этого, как говорится, холестерина вырабатывает что у нас? Наша печень, да? Наша печень, а остальное, вот эти 20 мы можем из продуктов получать. Ага. И когда говорят, что у вас, например, холестерин высокий, надо было бы сперва спросить, что вы о чем-то тревожитесь? У вас депрессия? Товарищ, у кого депрессия? Кто-то там за кого-то тревожится, у вас автоматически что делает организм? Вырабатывает холестерин. Это в порядке вещей. И это не означает, что вы уже конкретно стали каким-то больным. Так что не рвитесь принимать нистатиновые.
пожалуйста, употребляйте наши неонулинчики, и у вас все с этим делом будет в порядке. Далее, что у нас? Гастриты, язвочки, потом почечные заболевания, циститы, гепатоз у меня пропал, жировой. Он, например, тоже был пожизненный у нас наследственно, да? У меня отец умер от цирроза печени, хотя он не употреблял ни одной капли алкоголя и никотином не употреблял, но при этом он умер 54 года просто из-за того, что печень, почка когда заболевает, когда вы сидите в холодном помещении, я вам сразу говорю, в холодном помещении старайтесь долго не сидеть, все путается, а в самом деле оно проедает у нас почки и печень. Вот. И витагон, даже, скажем, сироз печени, да, чтобы не превратилось в сироз печени, это не инулинчик. Ну и, конечно, здесь сахарный диабет, который прошел клинические испытания. И сахарный диабет, сахар у нас по сахару тоже результатов очень много. Поэтому, опять-таки, начинайте с этого продукта, потому что человек, когда появился, первое, что появилось, это у нас. Может быть, когда у вас все это вылечится, автоматически пропадут все ваши заболевания. Так как, например, скажем, изжога, например, идет, да, кислота вот это выходит, или рефлюкс, например, желчного пузыря вот идет, как, например, и это выходит, говоря, да? И вот это все у нас отравляет потихоньку что? Кровь. И вот эта кровь все оседает в суставах. И вы автоматически к 50 годам получаете всякие артриты, артрозы и так далее. Вот это суставные боли, это все причина в чем? В желудочно-кишечном тракте. Также зрение. У кого зрение плохое, это что? Опять-таки желудочно-кишечный тракт. Желудочно-кишечный тракт. Там врач, когда видит ваши глаза, он видит ваши кальцинаты, всякие камни где-то сидят. И вот человека, если желудок очень плохой, конечно, обязательно все это сказывается на глазах. Так что все лечим, что? Желудочно-кишечный тракт. Так, что у нас еще? Декавитин Р. И к нему, наверное, брат его вот новый совершенно объявился, Т-98. Здесь 98% очистки. Это чистые токсифолины, товарищи. Декавитин Р. Все виды облучения. Что вы с телефоном целый день сидите, да? За компьютером кто-то сидит. Скажем, все бытовые, холодильник пусть будет, микроволновка. В одной маленькой, например, кухне у нас куча всех этих, которые излучают что? Облучение. И вы все это как бы себе накапливаете в организме, а оно все это выводит. И, конечно, ее можно употреблять, можно и нужно употреблять при радиолучевой химии. У кого есть онкология, это самые лучшие препараты. Оно выводит вот эту химию. У нас же люди в основном не от онкологии умирают, а именно от химии, которую получают, там сжигают все, да? И поэтому вот эту химию выводит вот именно этот данный продукт. Кроме этого, здесь что? Пожалуйста, сейчас у нас какой период идет-то? Опять-таки пандемия, да? Скажем, против всяких ВИЧ, чих-чих и так далее. Принимайте по 2 капсулы через каждые 2-3 часа. Ну, я, например, через 3 дня, например, да, вот с кедровитинчиками ее, все симптомы, только когда начинаете ее употреблять, пожалуйста, сразу, максимум 3 дня. Но это если только вы начали, как только появились у вас первые симптомы. Хорошо? Вот этот радиопротектор нужен всем. Кроме этого, вот, скажем, здесь у нас девушка сидит с парикмахерской, да, это она получает с химии, опять-таки, всякие негативные экологические, как говорится, грязевые, да, негативные последствия организма. И, например, вот таких во вредных условиях, кто работает, те, пожалуйста. Или те, кто столько лет, например, лечился, скажем, отравлял себя, опять-таки, химическими препаратами. Помощь радиопротектор. Все вычистит. Это у нас как идет, как говорится, когда мы не можем чистить кастрюльку тряпочкой, чем чистим? Ёршиком, да, железным. Вот это для вас ёршик. Хорошо?
металлический. Так, что у нас еще остался, товарищи? Омега плюс. Омега плюс и Витабрейн. Вот. Омега плюс и Витабрейн. Витабрейн мой самый любимый продукт. Так как я работаю с цифрами и так далее, да, всегда нужна концентрация внимания. Для тех, у кого нагрузка мозговая, пожалуйста, ее употребляйте. И очень хороша она тем, что здесь есть куркумин, да, кроме этого. Вот у нас, когда мы сидим за компьютером, что появляется? У кого сидячий образ жизни? Вот водители и так далее. Что мы зарабатываем все время? Потому что, да, хондроз, здесь у нас появляется холка. А это называется в самом деле что? Опущение всех ваших органов. И оно все, да, и для того получается вот это. Как говорится, врачи вам скажут хондроз. На самом деле все это опущение органов. Витабрейн чем хорош? Концентрация внимания, нарушение сна. У кого есть метеозависимость, как только начинаются магнитные дни, начинаются головные боли, пожалуйста, Витабрейн в помощь. У кого, скажем, шум в ушах, у кого, например, зрение, вот с кедровитинчиком, опять-таки у вас же мозговое нарушение идет, поэтому, пожалуйста, Витабрейн. Что еще? У кого панические атаки, страхи, психические расстройства, тревожность, всякие вот такие симптомы, все это снимает Витабрейн. Ну и, конечно, это в гериатрии. Что у нас в гериатрии? Очень много деменции. А деменция из-за чего происходит? В основном, опять-таки, из-за тех же статинов, да, которые перестал вырабатывать. Статиновые что нам сделают? Печень, то, что вырабатывает, оно, наоборот, как бы тормозит, и в конечном итоге печень перестает вырабатывать, и это сказывается у вас в мышечных болях. Да? Мышечные боли могут быть, импотенция у мужчин может быть. Это потому что все связано, взаимосвязано. И, конечно, психическая база, вот это будет грозить потом с деменцией. Вот эти статинчики, я думаю, что это последствия вот этих статинчик. Это брейн. Так что заранее профилактируйтесь, а то тут видят тут у нас, да вы что, это же для психических больных, а в самом деле это не для психических, это для профилактики. У каждого мозговое нарушение все равно идет с годами. Так что Витабрейн в помощь. И особенно тем, кто работает умственным трудом, вот это очень хорошо. Омега плюс. Омега плюс это тот же самый у нас флагман, да, идет как и кедрогетинчик, омега от старости. И здесь даже нам разрешили написать от онкологии, да? Видите, здесь от онкологии должна быть вероятность возникновения онкозаболеваний и способствует противодействию старения. Здесь именно жир печени черной акулы, которая проживает более 500 лет. Представляете, каких два гиганта соединили, да? Это дигидрокверцетин из лиственницы, которая проживает 700-800 лет, и черные акулы. Клетки черной акулы нигде не нашли раковой клетки. Представляете? Поэтому оно идет, как у нас, как онкологическое это средство. Вы ее можете употреблять как косметическое средство, опять-таки прокалывать. Там жирок, да? Беленький. И, пожалуйста, вы этим можете мазать, больные места можете мазать. И оно для суставных заболеваний очень хорошо, скажем, да, смазывает. И еще омега плюс я бы рекомендовала тоже для профилактики ВСИ, как средство для омоложения, да, для омоложения. Потому что здесь есть хвален, который у нас хватает, есть витамины А, еды для аллергиков, например, да. А еды у нас не хватает обычно аллергиков. Радиопротектор аллергиков. У меня прошла бронхиальная астма аллергического генеза. У меня пожизненная, вот это, я 5 лет была на инвалидности даже, не могла выходить. Нас было 2 по республике таких людей, да. И благодаря только вот этой вакцинации, которую тогда операцией образом с 89 года, и из-за этой астмы, считайте, я к своим 61 году заработала кучу заболеваний. Это потому что у нас кислородное голодание, да? И я даже не могла выходить на улицу, вот, когда мороз, не могла ходить, а сейчас спокойно хожу, дышу и чувствую себя человеком. И вот
Это у нас радиопротектор, как говорил. И все, что у вас накопилось за эти годы, все вытащить. И омега плюс. Омега плюс еще, ну, при всех заболеваниях, это так, гидрокверцетин у нас от 700 заболеваний. Ага. И еще при геморрое. Ага. Вы ее можете и при гинекологических заболеваниях, у вас если женские заболевания, да, можете ее употреблять как свечу. Вот, то есть это у нас советует акушер-гинеколог, магистр здравоохранения Мустафаева. Так, и еще у нас на днях вышел долгожданный многофункциональный батончик, который мы первыми попробовали в городе Самаре. Оно будет со вкусом у нас клубники и кокоса. Представляете, там добавили дигидрокверцетин, опять-таки, да, основной. Это будет шоколад, который без сахара, потому что там будет смеситель растения стевия, да? И еще там есть арабина галактат. Это столько клетчатки, товарищи. Клетчатка это что такое? Клетчатка, оно соберет всю вот эту вашу грязь в одну кучу и выведет. Благодаря вот этому батончику, как будто вы вкусненько такую едите шоколадочку, да, детям-то каково, да? И, конечно, оно еще протеин, это значит белок. Белок. Столько белка. Если в других шоколадках у нас больше жира, чем белка, то здесь белка больше, чем жира. И она будет у нас как бы вкусно и при этом лечить. То есть можно сказать, что туда включили радиопротектор, да? Т-98 внутри, можете думать. То есть у нас есть, например, как говорит Шаур Андрей Артурович, самый любимый человек, человек ключевой, который у нас создал такие уникальные продукты, да, вот он говорит, для того, что, для здорового человека, для профилактики, вот с годами все, что теряется, предлагает пакет президента, да, это значит вот то, что я говорю, еда, в которой включены все ваши аминокислоты, витаминчики и так далее, неюнолин обязательно, и, конечно, при этом вот этот батончик и омега, потому что омега, там есть витамин D, который вообще у нас не вырабатывается. У всех людей нехватка этого витамина, поэтому иммунитет падает. То есть мы ее получаем только снаружи. Всем понятно? Хорошо. Так, я тут все рассказала и ничего не показала. Да? И привычка у меня рассказывать, вот и как бы не смотреть на экран. Ну вот здесь написано, кто может смотреть. Я своими словами вам рассказала, да? Показали, да? Да. Хорошо. Хорошо, значит, да? И остался самый у нас уникальнейший продукт. Где он у нас желтенький? Желтенький, что-то я не вижу. Почему был же сейчас? Да? Тут было. Тут взял. Вот он. Вот он. Он у нас мы называем античихчик, да? Или антиви. Этот, например, не только для ВИ, различные у нас ВИ бывают, да? Скажем, вирусный гепатит. Он же неизлечим, да, ведь? Чтобы он не дошел до цирроза. Это печень, пожалуйста, вот это. У кого грибки, ноги потеют и так далее, да, вот есть панорицы и так далее. Вот все, что связано со всякими стафилококками, грибками, с разными бактериями, то, что у вас в горле. Все вот это у нас античих. Универсальный. Сейчас самый актуальный в настоящее время. И все вот эти препараты, да, скажем, они реабилитация чего? Такое заболевание, как, назовем ее 19, да? Вот, скажем, пост такого заболевания у нас страдают обычно что? У кого-то появляется сахарный диабет, у кого-то онкология, у кого-то, обычно сердце особенно страдает, да? И у кого-то сострадают именно суставы. В основном это молодежь. И еще вот именно
головные. Вот 35-37, сколько я хожу по больницам, вот это страдают. И вот эти все наши продукции, они восстанавливают в этом плане. Так что у кого есть пост этого, да, пожалуйста, в усиленном режиме всю нашу линейку. Я говорю то, что можно употреблять все несколько штук, да, потому что это все то же самое, что вы съели в день конфету, хлеб, разновидности пищи. Это не означает, что вы получаете лекарство. Это не лекарство и не БАД. Это у нас клеточное питание, и оно у нас вошло в кластер, то есть в реестр здравоохранения, поэтому разрешено Министерством здравоохранения, имеет клинические исследования, имеет все сертификаты. Смотрите, тут написано GMP, да, то есть это показывает качество того, что оно прошло госконтроль. Вот такие изредка где пишут. Ага, если вы даже где-нибудь купите, пожалуйста, смотрите. И здесь есть, конечно, стоп-ви, да, знак, и есть то, что оно у нас 100% натуральное, и, конечно, есть то, что сколько процентов очистки этого. И здесь, что бы я еще хотела сказать, хотела бы сказать, что здесь написано БАД, да, в инструкциях посмотрите. Почему? Потому что у нас ГОСТ, ну, мы берем все сертификаты, да, идем по ГОСТу, чтобы получить эти сертификаты. И поэтому в ГОСТ Министерства здравоохранения Российской Федерации у нас не менялся с 1958 года. Как вы понимаете, клеточного питания, понятия такого в те времена не было. И поэтому идет по старому ГОСТу, поэтому здесь пишут БАД. Но если вы пришли вот к нам, продвигает Академия успешности, да, и вы зайдете в Академию, где здесь нас обучают всему именно люди, знающие, что это такое, создавшие вот это, то, конечно, вы узнаете, почему это так называется. И если здесь написано, что нельзя употреблять там детям до скольки-то лет и так далее, да, то это тоже касается только БАДа, а наши продукты может есть любой. У нас есть 8-месячная, которая на шунте сидел. Вот представляете, гидроцефалия, это значит вода образуется, и у человека, ну, это 8-месячный ребенок, да, был, и голова была такая страшная, и он шунтированием только жил, вот этим шунтом, через нее у него выкачивали человека, говорится, просто существовал. И вот из этого шунтирования он вышел благодаря вот этому витабреину, например, да, с головой. И аневризма у кого, пожалуйста, вот это витабреин, у кого вот эти мозговые аневризмы, вот эти тромбочки, да, которые могут лопнуть в любое время, пожалуйста, есть такой выход. И кедровитинчики, это у вас все кожные заболевания. Вот я насчет парикмахерской, потому что у меня есть знакомый друг парикмахер, да, который, ну, он, например, через 5 лет у него псориаз. Через 5 дней, то есть не через 5, через 5 дней, потому что он до этого не употреблял лекарства. Каким образом я хочу сказать, да, вот каким, кто-то говорит, ну, пропил, проел, да, скажем, всего день-два, месяц, и говорит, что результатов не получил. Извините, когда говорят, ну, на Востоке говорят, что нужно свои годы разделить на 10 и столько месяцев пропить, проесть все эти препараты. И после этого вы можете сказать, действует это или не действует, да? Ну, как мы вот выбираем, когда вот машина, да, выбирает, что делают мужчины. Они говорят, какого года выпуска эта машина и каков пробег, да, и какие у него дефекты были. То же самое с вашим организмом. Ничем не отличается. Сколько вам лет, надо спросить. Сколько вы лет, например, в каком состоянии. Может, вы, как я, например, приобрели столько заболеваний за эти годы, да, извините, простите, там вас нужно капитальный ремонт проводить, а не текущий ремонт. Текущий ремонт что? Мы покрасили стенку, и она уже у нас красивая, а капитальный это уже у нас прогнили все, и для этого нужно время и деньги, да? Поэтому относитесь к этому с этим. И, конечно, у нас что? Обязательно жевать, обязательно, так как они сублимированы, сушеные, то обязательно
Второй пункт – это употреблять что? Водичку. Водичку. Водичку обязательно тепленькую, 30-40 градусов. Пожалуйста, ее маленькими глоточками, чтобы не сразу форкнули целый стакан и после этого ходили с почечным заболеванием. Нагрузку на почки никогда не делайте, да? А в течение дня вот такими маленькими глоточками, пожалуйста, пейте. Так, и сейчас мы вызываем Светлану Матаркину. Сейчас она будет у нас рассказывать свои результаты и, конечно, начнет приглашать гостей, да, по результатам. А то я тут учу. Добрый день, говорю. меня зовут Матаркина Светлана, мне 58 лет, я из Аймикона, но в данное время живу в Якутске. В академии я с августа прошлого месяца, и употребляя вот сибирскую продукцию вот, по новым технологиям, я употребляю уже с декабря месяца, когда мы ездили в Иркутск, и с того времени мы купили и начали употреблять. У меня высокое давление, было 200/100 постоянное, у меня повышенное давление, и еще у меня сахар повышен, да, и употребляя вот эти продукты, у меня сейчас давление нормализовалось, и сахар понизился, и потом улучшилось состояние желудочно-кишечного тракта, и потихонечку уходит вес. После пандемии в 2019 году у меня, так сказать, врачи порекомендовали: кушайте побольше, чтобы у вас иммунитет организм вырабатывал, да, и я набрала вес 83 килограмма. И после вот употребления этих продуктов у меня сейчас 76-77 вот так скачет туда-сюда, да, но все равно потихонечку. Ну, во-первых, у меня ушли отеки. Я тоже была вот такая вся тучная. Это погромче, что. Ага. И ушел отек и вес. И у меня тоже года 2-3 назад начали болеть колени, артроз первой стадии, сказали мне. И вот этот артроз у меня прошел, сейчас ноги у меня не болят. И я по своей профессии тоже парикмахер, универсал. И у меня после сколько стаж, где-то около 30 лет. И у меня тоже вот эти всякие химикаты вот накопились, кажется, вот в организме, да. И у меня после тоже, вот после пандемии у меня появилась аллергия, и у меня начали вот трескаться кожа рук, постоянно сохла, и постоянно у меня вот тут все эти трескались. И сейчас у меня уже все прошло, я потому что кушаю гидровитин, и остатки вот тоже протыкаю и мажу в руки утром и вечером, и омегу плюс мажу. И гидровитин мне помог в том, что это у некоторых, у моих знакомых, у всех вот зрение улучшилось, да. Я тоже думала, ну у меня минус раньше не было, и плюс вот, но я сейчас уже очки плюс 1,5 одевала, но в последнее время я их не одеваю, я просто так читаю уже спокойно, но я еще не проверялась. А так вот на днях я ездила в деревню тоже поработать, и из-за ветра, там очень сильный ветер, и был, когда я шла домой, был прямо в лицо, да, и у меня вот сосуды глаз полопались, глаза вот все красные были. И я, как домой пришла, сразу стала капать гидровитин в глаза, утром и вечером. За 3 дня мне уже все рассосалось, только вот тут чуть-чуть вот осталось внизу. А она вся вот была красная у меня из-за холода. И за 3 дня мне уже прошло из-за гидровитина. Я каждый день капала. И Ну как капаете гидровитин? просто Масло продырявила. есть, и еще только Смешать. Оно Смешивает. смешивает. Не, я не смешивала. Зубочисткой. Я просто ее вот так помяла в руке. Но то, что все равно есть там маленькая доля вот дигидроксида. Она кедровое масло белое, прозрачное, и белое вот этот дигидроксидин, да. Но я их не смешивала, я просто вот протыкала и капала. Прямо на глаза капала. И вот так размазывала ее. Ага. А потом уже весь этот внутренность выдавливала, потом размешивала и вокруг глаз вот так надо. И она тоже очень... Отеки забирает тоже.
И потом остаточно вот как ее, капсулу саму Капсула без съедаю, всех съедаете. а масло вот мажу руки, да? Ага. И я ем, кушаю всю продукцию, и вся продукция, то, что у меня, ну, хронические болезни, я не знаю точно у меня, но единственное то, что у меня вот ставили холецистит, панкреатит ставили, вот у меня поджелудочная болит, и из-за этого у меня сахар. А сейчас у меня сахар нормализовался, и сейчас завтракаю вот Success Day, ужинаю Success Night, и очень хорошо сплю. Я раньше, как с молодости, держала корову, поэтому так привыкла. Хоть 2 часа усну, хоть в час, хоть в 11, я в 5 утра всегда вставала, потому что корову надо доить, да? Но вот так привыкла, а сейчас уже, когда стала употреблять, вот, кушать найт, я уже могу спокойно спать до 7 часов. Хоть я вот смотрю тренинг, презентацию, да, и усну где-то в 2-3 часа. И утром все равно уже в 7 часов я просыпаюсь, как будто я спала 8 часов. Очень хорошо стала спать, сон улучшился. А Success Day утром я встаю в 7 часов, завтракаю, и вот сейчас только позавтракала, у меня обеда нет, еще не обедала. И спокойно у меня ни голода, ничего нет, просто воду пью, да? И всем рекомендую, очень хорошие, классные продукты. И моему брату тоже помогли, у него сахар 16 было, сейчас уже норма у него 6,7, иногда бывает 7, но уже сахар у него тоже повысился. Он кушает у меня завтрак и ужин, ночь, и не нули кушает. И у него уже сахар тоже понизился. И сейчас хочу пригласить Александру рассказать свои результаты. Можно вопрос, да? Да. А сколько вот дней, ну, период выпиваете? Чтобы я результат так- получить? Я как с декабря начала кушать и постоянно... С декабря прошлого года уже. Да. С декабря Как в с конца- Иркутске купила и стала кушать. И Да. с того времени не кушаю. Да. Почти год, да? Ага, Да. год. Супу варят. Да, потому что уже 15, сегодня 16 как раз Вот как раз мы были. И постоянно Ага. пьете? Постоянно кушаю. вместо или там экономия Ну, на как еде, еда. во-первых. В день Да. по одной, но я как для лечебных целей рекомендую употреблять по одной капсуле 2 раза в день. А я как профилактика, я каждый день только по одной кушаю. Но Всю линейку. всю линейку. В день по одной капсуле, вот в течение дня я так кушаю. Ага, всё. А сахар за сколько дней вот за Но месяц? сахар я точно не могу сказать, потому что у меня глюкометр есть, но 8,9. Не, ну все равно, как, Да, 8,9, но из-за этого у меня, например, Все вот эти болячки. болячки стали. Это из-за сахара? Из-за сахара плохо они заживляли. У меня сейчас на ногах тоже эти есть Сахар болячки, полевой они порог. вот были открытые, сейчас они засохли, их тоже на ночь я мажу вот омега и гидровитин, чередую. День гидровитин, день омега мажу. Они уже мне засохли, уже эти меньше стали. Поэтому приглашаю Александра, она сейчас поделится своим результатом и расскажет, как она побывала в Самаре, на заводе. И тоже она только недавно употребляет наш продукт. Здравствуйте всем. Я Кириллина Александра. Живу в деревне, сейчас ухаживаю за пожилыми родителями. Вот вступила в компанию в марте месяце. Вот с марта месяца я употребляю эти продукты. Я употребляю все эти продукты. Да? Или? Ну, я громко говорю, да? А то кто-то не услышит. И у меня вот самое лучшее, что я сбросила 12 килограмм. И я, когда я в городе жила, у меня вес-то не такой был, а когда в деревню приехала, 8 лет я живу в деревне, я до 106 набрала. И я набрала и не ощущаю, вес свой не ощущаю. Вес есть, но я работаю, двигаюсь, сенокос, огород, все вот так, движение, но
И этот вес у меня не уходил. Наоборот, вот набирался же, да? А потом, вот когда познакомилась с этой продукцией, я начала кушать первые вот все неонулин, кедровитин. Я заказала все и начала кушать потихоньку. А я вес-то не смотрю. Потом я летом сама взвешивалась перед Китаем. Поехала в Китай отдыхать, и там взвешивалась на электронной весу. Я потеряла 9 килограмм. А я не чувствую, потому что у меня одежда балахона. И все говорят, что у меня энергии очень много появилось, я очень много бегаю там в городе с утра до вечера, еще там готовлю, там за родителями ухаживаю, да? И говорят, у вас энергия появилась. Все так говорят. А на самом деле, ну, есть энергия у меня, ну, что ж, думаю, да? Но самое-самое первое, у меня у отца деменция. Он постоянно ночью ходил, просыпался и думал, коровы, лошади, там нет, а то они не кушали, то они убежали. И ночью он начал бегать по дому. И мы с мамой ходим, у нас коров нету, у нас лошадей нету. И всю ночь мы вот так бегали. А вот с марта месяца витабрин мы заказали, я ему витабрин дала, и мы с марта месяца хорошо спим. Он вообще не просыпается только писать. И все. Коров не вспоминает, лошадей не вспоминает, и мы очень рады. Витабрин, одну капсулу я даже развожу в воде, потому что в стакане воды, маленький стакан, на 100 миллилитров, наверное, развожу. В день только одну капсулу. Одну капсулу перед сном. И он пьет, он капсулу прямо не любит. А воду, я говорю, это вода. Он пьет воду и все, нормально. Не чувствует. Ага, не чувствует. И самый еще первый результат у меня в марте месяце, ну, это был еще такой случай, но перед Новым годом у нас 30 декабря собака прибежала, и в конуре нашей собаки ошенилась. 2 собаки, 2 щенка. Девочка и мальчик, короче, ага. И в марте месяце их отравили. Отравили маму. На улице лежала там, визжала. Потом в обед начал визжать щенок, 2,5 месяца. А девочка лежит в конуре. Она очень такая, не бегает за ними. А вечером, ну, искали, мать лежит уже на улице. Щенка искали, нашли. Вечером вышли. Мама говорит, в конуре там лежит. Я вытащила собаку, а собака лежит уже, ну, мертвой. Ну, кажется, мертвой. Я шваброй вытащила, занесла в дом, смотрю, ну, глаза видят, зрение-то есть, вот видит на меня. Я говорю, я тебя спасу. И побежала, у меня все вот так на столе как раз все стояло. Антивирус взяла, античих-чих взяла и накапала. У меня молока нету, конечно, там немножко кислое, что-то как 40 был, там покапала. И у меня груша, ну, цветы поливать, груша такая, медицинская груша, да. И прямо в рот залила. И он, бедный, начал прямо вот рвота пошла, пены, прямо рвота пошла. Я туалетной бумагой так. А мама у меня ветеринарная фиша, родители ветеринара. Мама сидит, смотрит, думает, поможет, не поможет. Чего она страдает, там щенка вытаскивает, поможет, не поможет. Вот так она смотрит на меня. Пена пошла. А потом щенок на меня смотрит, встает и писает. Ага. Потом я побежала, кедровитин дала. Тоже в молоке, покапала, тоже с грушей. И вот так прямо держала, чтобы оно в рот пошло, в желудок пошло. И щенок встал, вот так на меня смотрит, вот так. Мама говорит, ничего себе! Это даже полчаса не прошло, 20 минут. Щенок, вот мертвый почти щенок, встал на ноги. Я вытащила на улицу, он стоит, хочет конуру, но не может идти. Обратно занесла. И говорю, завтра дальше будем лечиться, и пошла спать. Утром в 8 часов просыпаюсь, слышу, рвота идет. Ну, слышно же. Побежала и сразу вытащила на улицу, но пока оделась, вышла, а он ходит. Щенок ходит. Я взяла радиопротектор, и еще радиопротектор дала. В обед щенок вовсю бегает по всему двору. Соседка пришла,
ветеринарный врач, бабушка, 85 лет. Всю жизнь работала ветеринаром. Я говорю, вот у меня щенок бегает, отравилась вчера, вот в 11 вечера занесли, а он вот так лежит, я фотографировала, все, у меня фотографии все есть. Она говорит, надо вот это лекарство надо, это надо. Я говорю, 11 часов вечера, какой ветеринар мне придет и еще лекарство даст? Они скажут, пусть умрет, лишняя собака. В деревне это все. Я говорю, человеку не приходит 11 часов вечера, говорю, еще собаки придут, говорю. Ага. И все, это щенок у меня, я его назвала, ну, я еще давно его называю, счастье, Джол. И этот щенок Джол называется Джол, и у моих этих родственников сейчас охраняет. Да, живой. Вот это у меня. И вот это я хочу сказать еще. Летом интервью брала Татьяна Никифорова. У Чамчоева, Анатолия Чамчоева же, да? И там была, ну, он сказал, что очень хороший, он сам интересуется этой лиственницей, вот именно дигидрокверцетином он интересуется. У нее научные статьи, у него научные статьи. И он сказал, если у вас, вы сперва попробуйте лечить своих домашних животных. Если они выздоровеют, значит, эта продукция хорошая. И это летом он сказал. А я еще хлопаю, такая радостная, да? Я в марте доказала, что эта продукция работает. Через полчаса щенок встал и бегал. Собаки не глушишь, скажи. Да, вот, значит, это очень хорошая продукция, даже чем Чоев сам сказал. И мои родители, мама сразу поверила, конечно. И потом сейчас по телефону всем рассказывает. Ну, уже рассказала там в то время, в марте месяце. А еще про маму хочу рассказать. У мамы ожог был на груди. Внутренности коровы, жир, внутренний жир коровы, она начала, ну, она положила туда. Растапливала и забыла. Забыла, потом побежала, а там все уже горит. И она взяла воду, налила. И она все стрельнула сюда. Сюда, лицо, руки. Потом, я это не знаю, что она там приготовила ночью это. Ну, 10 часов вечера. Забегает, говорит, что у тебя есть? И вот минуту даже не прошло, она вот, что у тебя есть? У меня ничего нету, говорю, что? А я посмотрела, вообще здесь уже пузыри пошли. Что случилось, говорю? Она говорит, ну видишь же, давай маш. А у меня вот эта вся продукция вот на столе, вот прям вот так стоит. И я взяла кедровитин. И я в то время даже вот не смешивала, ничего не знала. Я все думала одно и то же, да? Взяла зубами своими этим и намазала. И мама майку надела и пошла спать. А я еще думаю, ой, надо это обезболивающее дать, наверное. Думала и не дала. Утром стоит мама. Как спала? Хорошо? Не понял? Нет. Еще Маш говорит. День 3 раза я мазала. Через неделю ничего нету. А у нее сахарный диабет, инсулинозависимость 78 лет. И она, и сейчас даже вот бабушка переходит и ей показывает, вот даже здесь шрама, ну шрам может немножко остался, не видно. Вот здесь, где пузыри большие были, там есть немножко, да? А так вот кожа, когда ожог бывает же, оно неровная же должна быть, да? А у нее ровная, вообще ничего нету. Вот так, как будто ровная кожа, немножко так следы остались. Но женщина, бабушка в возрасте же. Но она вот так, видно, видно. Вот здесь было видно, видно. Вот здесь было видно, видно, спрашивает. А бабушка, не, ничего не видно. Это кедровитин, говорит. Спас меня. И кедровитин, для нее это спасательный круг. Еще летом у нее это было. Стенд поставили на сердце. Но на операцию пришла. В прошлом году сделали, и в этом году тоже на операцию пришла в город. Сказали, язва желудка. Обратно пошла. И она говорит, всем звонит язва желудка, я не знаю, чем лечить, я не знаю, чем лечить. Я говорю, пачку кедровитина я дала, пей как можешь, спасет, выздоровеешь, говорю. Она взяла
Через 10 дней она уже закончила. Через 10 дней пачка. По 3 раза пила. Как пила, не знаю. Но в город приехала. ПГДС тоже посмотрели. Я слышала, нету. Сразу на следующий день стенд поставили. Через 2 дня она уже Павловский. Это с одного пакета. С одной С коробки. одной коробки. 30 штук. Ага. 10 дней пила. Ага. И здесь она медцентры сделали. И она сидела там в коридоре, говорит, у кого выходит, говорит, у меня язва там. А язва помогает кедровитин, и мне звонит, надо звонить ему, я телефон дала, пусть ему даст кто-то в городе кедровитин, она уже там сидит. Там. Но люди не понимают, люди не верят, люди не знают. Потом они будут знать, потому что они не знают же. И они боятся, ой, сколько? Я говорю, 2200. Ну, я свою цену же маме говорю уже, да? А на самом деле клиентская цена же другая же. И мама мою цену говорит. Они все равно говорят, дорогая. Но они ходят вся изложка, у них операции не допускается. И если язва не допускается, оказывается. Ага, и вот, ну вот у меня, у мамы вот такое, да? 2. Папа, ну у меня самой тоже, ну я сказала вес, давление. Как раз подружка разговаривали, и она говорит, у меня 145, у меня голова болит. Я говорю, 145, это нормальное давление, как болит голова, думаю, да? Для меня это, я 25 лет, 145 давления у меня, поэтому я нормально. Я в станции работала, телефонной станции, шум такой же, да? Как будто трактор, рядом будто трактор стоит. И у нас голова постоянно в шуме, и давление повышается постоянно. Ну, это у нас вредные условия труда были. Профессиональные. Поэтому у меня давление 140. И вечером как раз поговорила, трубку положила, сама померила 160. Как раз в это время я капусту садила. О, 160. Кардиовитин взяла, попила, посуду помыла. 10 часов вечера я пила. 11 я померила, 140. 12 я померила, 120. Давление мне 120. Я легла спать, 120 давление, как космонавт. Даже у меня сейчас давление, если я померю, но 140 бывает редко. 128, 130. 138, если бывает, но это нормально для моего возраста. Мне 55 будет. И вот, у меня всегда повышено, поэтому я, когда давление как космонавта, я радуюсь только. Ничего себе, я как космонавт, да? Давление маленькое у меня стало. И еще, про кедровитин хочу рассказать еще одну историю. Вот недавно тоже сижу, у меня, ну я зубы, десна проверяю вот так вечером, ну неделю 1 раз я проверяю, да, десна. И вот так сижу, десна трогаю, а у меня вот где клык прямо вот болит. Я зубы сделала в Китае, поэтому я проверяю. Я боюсь, ну всякая дезинфекция, боюсь же тоже, да. Клык болит, я думаю, в черт, в Китай надо ехать, клык болит. Там, наверное, кариес. Зубы же-то были у меня. Ага. Ой, думаю, завтра тоже сказать, в Китай надо ехать, думаю, уже. Радовалась, да? Вечером намазала я десну кедровитином. На следующий день, еще я в рюмку положила на кедровитин, так, и смешивала, и намазала, и утром стою, рюмки нету на столе. А где моя рюмка, говорю? А мама говорит, а я с водой смешивала и выпила. А я говорю, почему? У меня же десна болят, я же тут приготовила, говорит, кассу. Да? Я взяла и вот десну трогаю. Ничего у меня не болит. Вот здесь болела, говорю, и трогаю, ничего не болит. И то, и до сих пор не болит. Но 1 раз поболел, я говорю, и все. А вот осенью тоже теплые дни были, уже в террасе убиралась. Я куртку одела, без шапки, капюшон только одела, и вот так убираюсь. Вечером захожу, ну уже спать ложусь, академии слушаю же. Наушник одела, ой, ухо у меня так болит, вообще наушник невозможно одевать. Вот черт, думаю, на одной ухе слушала, потом на следующий день вспомнила кедровитин, тоже вокруг уха намазала, вот так, и внутри намазала. Даже не капнула. И вечером ложусь, и по инерции я наушники опять одеваю.
вспомнила, у меня наушники. Фу, елки, у меня же наушник одевается. Нормально наушник одевается, ничего не болит, не давлю, ничего, но все равно я на этот наушник не одела. Гидровитином намазала еще раз, и все. Сейчас спокойно я одеваю наушники, но у меня ничего не болит. Ну вот последние вот эти дни, вот этот гидровитин мне помог. Ага. Он очень уникальный. Ага, и еще по кардиовитину я хочу рассказать. Самое интересное, у нас папа витамин закончился, посылка до сестры, дорога закрытая, а кардиовитин у меня есть. Я папе даю кардиовитин, и папа ночью 5 раз встает писать. Мы же, когда он двигается, мы слышим, стул ставили, и когда стул двигается, ухо вот так лежит, почти не спит. Но я витамин, ну и день и ночь пью, поэтому я хорошо засыпаю, хорошо, даже 3-4 часа для меня нормально. И профессиональная тоже. Ночные смены, да, это, да. И сплю, слышу, папа стоит, и пью, ну, литровая кружка есть, да, половинка, и моча светлая. А что вот как бы это 5 раз, я думаю, ничего себе, что за это чудо, да. А оказывается, это кардиовитин отек. Потом я ей звоню, говорю, папа, елки-палки, ночью 5 раз встает. Я вообще устаю, говорю, и мочи много столько. Ага, и она говорит, ну отек же будет. И я сама потом попила, чтобы отек ушел тоже, да. А потом посылка вот на днях пришла, вот на днях, на неделю. Завтра пришла. Т-98 я попила вечером и вспомнила. Надо было утром пить. Я 7 раз вставала ночью. И очень много воды. Откуда? И мама говорит, ты что ночью так вставала, так вставала? Я говорю, да не знаю, говорю. А потом вспомнила, я другого не пила. Но день, ночь у меня и Т-98. Поэтому Т-98 я с утра уже пью. Ночью 7 раз не вставать. А у папы уже витамин, и папа, если витамин, там ночью, ну, 3 раза встает или 2 раза встает, даже может 1 раз встает, когда витамин. Не так 5 раз, и немного. Ну, нормально. Вот так. У Спасибо. меня очень... А, еще витамин, вот день и ночь. Еще одну скажу. День и ночь у меня, да? Я пью утром, тоже до обеда не кушаю. А вот остатки же есть. Пьешь, и остатки все остаются. И я разрезаю и на свое лицо мажу. И у папы лысина. У папы лысина, это давным-давно лысина, уже 40 лет, может. 30. Папе 86 лет. И лысина 40 лет, наверное, да? И я мажу эту лысину. Пушок появляется, представляете? И мы так смеемся. Скоро у нас тут волосы будут. А у папы волосы черные. Черной седины нету. А пушок появляется, белый что-то пушок появляется. Вот так. Почернее. Ну, почернее. Вот такие результаты у нас. Поэтому я очень благодарна этой продукции. Я благодарна Изе Кондаковой, Изабелле Кондаковой, что она меня пригласила. Она долго меня уговаривала, но я долго держалась. Но держалась не из-за того, что продукция плохая или что. Я вообще люблю российскую продукцию. Я вообще патриот России. Я иностранные не люблю, честно сказать. Ага. Когда она сказала сибирские технологии, я все... А когда она сказала гидигидокверцетин, это лиственница, корни лиственницы, да? Я уже все. Сразу сдалась. Но сдалась, но у меня интернет... У нас интернет плохой был, на самом деле. Вот Wi-Fi недавно установила я. И поэтому я ночью лежу и в наушниках слушаю академию. Я очень рада, что такой компании. И я думаю, что люди все будут оздоравливаться. И это будут пить, у всех будет результат. Это точно. Вы просто, сейчас кто не знает, просто попробуйте. А еще шоколадные батончики будут. Это будет вообще. А я сама сладкоежка. И я, вот батончики я жду. Очень жду. Спасибо большое, Александра, за результат. Так что
Дегустация была Всем рекомендую. Так, пожалуйста, поднимите руки, кто у нас новички. Только первый раз. Так, 4 человека, да? Ага. 5. Я сейчас, пока приготовлю дегустацию, попрошу Нину Алексеевну выйти и рассказать свои результаты. Тоже. Она у нас тоже недавно партнер. И по профессии она врач-фтизиатр. Сейчас тоже она расскажет свои результаты. Ну, добрый день. Вы сказали, что я врач, работала, теперь я на пенсии. Конечно. Порядком хороший возраст, естественно, у человека. Хватит уже работать. Ну вот, я начала принимать где-то в сентябре месяце. Ну, вы вступили где в конце августа, в середине августа. Продукты мы получили где-то в середине уже или в начале сентября. И начали принимать все эти продукты, которые... Я вот кедровитин тоже очень полюбила. Ну, у меня были проблемы с коленками, естественно, с возрастом у нас у всех, да, имеется такое. Ну, раньше у меня не было такого. Это потом у меня начали появляться. Целый год почти у меня эта проблема была. И вот когда я начала принимать вот кедровитин, оказывается, все-таки кедровитин и омега плюс я принимала, и как раз получилось так, что у меня помогло вот сустав. Потом я принимала вот день и ночь. Вот это очень хорошо, день и ночь, когда я начала принимать. Ну, один месяц я принимала, ну, сейчас у меня пока перерыв идет, да. И я скинула, ну, постройнела, так сказать. Скинула где-то 4 килограмма. Ну, у меня не такой уж такой большой вес был, да, но все равно мне уже с возрастом, когда у нас что, у нас животик появляется обычно, и проблемы с этим, и колени появились, суставы болят, да, из-за этого, и потом, когда подниматься и так далее, это всегда как-то уже чувствуется, что нагрузка. И вот, и скинула 4 килограмма. И вот это, видимо, все-таки это ей тоже помогло. Это вот питание. Поэтому так быстро у меня прошло вот излечение, в смысле вот этого суставных болей. Потом, ну, насчет зрения, у меня вот на правый глаз у меня всегда, когда на улицу выхожу, когда особенно ветер, да, я плачу. Все слезотечения. Все лицо у меня в этих слезах бывало. А теперь, ну, до этого я тоже принимала другие препараты, естественно, да. Бабы принимала, они чуть-чуть помогали тоже мне, как-то меньше стало. Но сейчас у меня только капельки. Больше таких уже, таких слез у меня нет. Не плачу, как говорится, довольно. А то все одно лицо у меня всегда водой. Все вытираюсь. И это косметика или не косметика, это тоже проблема, да? Ага. И вот такие результаты. Это день и ночь помогла, да? Я день и ночь. И главное, утром я принимаю, это пью. И до обеда я спокойно, до 2 часов, до 3 часов я могу спокойно обойтись без этого, без еды. Один раз принимаю, уже свое, как говорится, что есть, что хочу. А вечером принимаю вот этот вечерний. Тоже до утра спокойно. Нет такого. Один полностью, да? А? Один полностью, да? Пью, конечно, полностью. Но надо пить потихонечку, не сразу все это залпом пить. Потихонечку надо, смакуясь, как говорится. И все, и остальное все нормально получается. Ну, сейчас принимаю инулин теперь. И думаю, насчет внутренних кишечников все будет нормально. Пока так. Благодарю. Спасибо, Нина Алексеевна.
Я Васильева Анна Алексеевна, я клеточное питание принимаю 6 года. Сюда не нашли. Или погромче. В 2018 году у меня состояние было совсем слабое, головокружение, колени, цистит, там все плохо было. Но я больницу не показывала, потому что вот когда мне назначили бицилин, меня здесь захватило. Вот из-за этого, и еще когда сердце у меня стучит, не стучит, совсем медленно стучало, мне дали от сердечной тоже таблетки, а от этого мне еще хуже стало. Вот поэтому я больше в больницу не ходила. Пользовалась до клеточного питания БАДами, но они мне помогали, поэтому я, не раздумывая, в 2018 году, когда мне сестра Марпа предложила, я начала 1/4 капсулы. И то получила результаты, и вот поэтому до сих пор я пользуюсь. Потому что у меня, я думаю, что от наших питаний пользы витаминов совсем мало. Вот поэтому я как могу покупаю и пользуюсь. Вот недавно на днях мои дети заболели, все лежали, а я выдержала. Молодец. И когда даже вот эти БАДы принимала, я работала в школе бухгалтером, у нас комната без окон, ничего, маленькая комната сидели, мои двое сотрудницы чихали, кашляли, и то вот эти БАДы помогали, я тоже там выдержала. Ага. И хорошо, что у меня еще вот эти не получала. В школе предлагали эти, как его? Прививки. Я вначале как-то получала, потом до меня дошло, и не стала принимать. Вот это тоже мне помогло. А колени у меня давно уже начали болеть. Вот и сейчас рада за то, что она мне не ноет. И отеки от колен прошли. Вот эти наши клеточные питания очень уникальные. Вот я в деревне жила, но вот нынче переехала в город. В деревне я пользуюсь туалетным ведром. Вот это, а когда я не принимала вот эти клеточные питания, это мыть туалетное ведро было совсем неохота. А сейчас я полоскаю все. Там никаких ни солей, моча светлая, как его? Все показания хорошие. Ага, какашки, они сформированные. На юбилей хожу, никаких этих таблеток, ничего, все кушаю. Давление пониженное было, сейчас у меня голова не болит, у меня только вот коленки. Сколько вы Ну, я вот Она всю линейку тоже всю кушает. линейку, что могу, что новое выходит, все пробую. Сколько вам лет? 70. Молодец. Так, и последнего этого хочу пригласить. Это у нас уже время выходит, да? Антонина Старкова. У нее тоже очень хорошие результаты. Она тоже недавно только стала кушать нашу продукцию. Сейчас она расскажет про свои результаты. Мне 65 лет. Меня зовут Старкова Антонина Егоровна. Я всю жизнь работала бухгалтером. Я, значит, с августа, да? С августа. Вот у меня подруга моя, одноклассница Маргарита Николаевна пригласила и до сих употребляю все. Почти всю линейку уже выпила. У меня сахарный диабет, инсулинозависимые, сахар упал.
не с- когда я это самое, ну, порядочно, как говорится, веду себя, то у меня сахар нормальный, да, я такой человек, что могу этого, люблю пожрать, конечно. Поем, конечно, оно скакивает, но не такое. По 10 не бывает, да? А так оно 5,4 вот в среднем держится. А в прошлом году у меня по 20 бывало, ну, что меня на скорую увозили и так далее. Такое было дело. И вот эти клеточные питания тоже очень хорошие. Вот я сбросила вес этого. Сейчас, ну, килограмм 5 сбросила. Но я потихоньку этого сильно не этого. И вот не инулиния очень мне полюбилась. ЖКТ хорошо стало работать. Потому что я 2 года мучилась. Ну, у меня не запоры, а именно вот жидкий стул. Не могла никуда не ходить, ни этого. Чуть-чуть поем, что мне плохо, все это. Сейчас вот все нормализовалось, все нормально. Сплю очень хорошо, прям встаю и говорю, есть что это... Сознание теряла, что ли, говорю, это страшно. Ничего не этого. Не слушая ничего. Я ночью вставала раза 2-3 писать. А тут вообще хорошо сплю, ничего не это. И каждый этот соседи что делают. Ага. Этот ребенок, когда во сколько пришел, этому ребенку 37 лет. И что делает этого? Все мне. Сейчас ничего мне не надо, все хорошо сплю, сон нормализовался. Что еще скажу? Ну, вот это суставы. Суставы, конечно, страшно болели. Вот лежишь на одном боку и вот вторую ногу вот не могла боли прямо, коленка, если в коленку ударяешься, боли страшные. Вот между ними все время подушку маленькую там держала. Сейчас, конечно, не болит так сильно, но иногда побаливает, но такой сильной боли нету теперь. Вот. Ну, в общем, я думаю, удачно попала, как говорится. Вот он. Десятку. Да, десятку. Вот у меня сестра тоже сбросила, вес сбросила. У нее вот тут холка такая. Мы все бухгалтера все время сидим этого. Тяжелее ручки ничего не держала, конечно, в жизни. И у него вот такая около вдове горбки. Он только-то хютенер. Это отложение солей. Хютенер и ванна тут он куда хахмна вот катанахате олох манки масартава каян. Вот сейчас вот этого. И стало хорошо видеть. А теперь на Рустантове. Он на манна, тур ганна. И истевать чуйте. Все время делала. Туга-то, туга истевахан диди. Плохо слышала. Ага. Сейчас очень хорошо слушать. Все нормализовалось. Восстановиться. Да. Потихоньку, в общем, у нас дома вот такие результаты. Благодарим. И я не... Вот раз я ходила, что же, собрание-то тоже ходили этого, сижу, пишу, мне говорят, у тебя, говорит, волосы чернее стали. Как чернее, говорю? Ой, оказывается, эти вот
Харагане. И вот эти отростки вот вырастают, но тоже черные стали. А так, это у меня... Стали расти новые волосы, и седина уже уходит, да? А возраст Обратно какой? темнеет. Молодость, обратно. 65 лет. Замуж выйду, наверное. 65 лет, говорит, замуж выйду. Так, благодарим Антонину. Сейчас я вам расскажу про акции. У нас сейчас есть акции. Заказываете, какие у нас акции есть? Заказываете 3 продукта сибирские, да? И получаете в подарок бесплатно 2 продукта. Значит, у вас приходит 5 продуктов. Гидровитин и радиопротектор в подарок. Вот когда 3 продукта заказываете, 2 в подарок. 7400 все будет. Это партнеров. Ага. А клиентская цена другая. Да? И потом можете вот так заказать. Один вот день стоит 3000, вместе 6 и 900. А есть комбо, акция комбо. Заказывайте день-ночь, 3 продукта, и все равно вам приходит 2 подарка. Это все 13600. Так? Для партнеров, а клиентская совсем другая. И есть еще комбо заказ. Заказывайте 6 продуктов, вот, 3 день, 3 ночь, и получаете в подарок еще ночь бесплатно. Тоже где-то около 13 для партнеров. И вот новый продукт тоже вышел на продажу, батончик, да, и вот тоже на них тоже объявлена акция, 50% скидка для партнеров, и она, например, заказываете 4 коробки, 5-ю коробку бесплатно получаете, а в коробке 12 штук. Сколько это будет? Одна коробка для клиентов стоит 3000. Одну коробку заказываем и подарок. Нет, 4 коробки заказываете. И одна бесплатно получаете. Так что рекомендую всем зарегистрироваться. Сейчас, пока магазин не открылся, все регистрации бесплатно идут. Приглашаю всех в академию, потому что очень классная компания и очень хорошая продукция, уникальные, очень качественные продукты. И кроме этого, можете заработать деньги в этой компании, улучшить свое здоровье. И еще хочу сказать, что хотела сказать, чуть забыла. Что хотела сказать. Короче, откройте для себя очень уникальные эти хорошие много возможностей для себя. Главное сейчас для нас, что главное, чтобы мы все были здоровы, и чтобы дети наши все родные были здоровы, да? Самое главное здоровье. Если здоровы, мы все сможем, да? Поэтому приглашаю всех в академию. Подарки на Новый год, скажите. Да, подарки на Новый год. Заказываем. Так, а сейчас общее фотографирование. Здоровья дарите свои. Сейчас фотографирование. Надо выключить это. Всем желаю добра и счастья. Чемпионы. Вот это. Как выключается-то? Я не знаю. Как это выключить? У кого какие вопросы, потом подходите к своим менеджерам. Субади комплект маннык. Мен маннык 2 комплектті тастатақ бұны үзінің босқа келеден бұл бататы да. О,
Үш комплект хастатықны бир бұл тюнер екен. Böyle iki pastaları Moskova'da var. Ой, можно я пройду туда? История Кирева. Сейчас выключите, а то экран. Göster de kalır. На лицах экран. O zaman hemen kes kapattı. Да, да. Вот так. Кенер академияда саксес көгезе болды. Құрбан кеш. Фонограм. Рарын кестім. Завершение. О,